Здорово, Герман. Ну-ка, так здорово, чам. Гриб нашла? Ну-ка, покажи. Красноголовик. Что любовь не делает? В лес иду за Машей. Походу, моя задача смотреть, чтобы никто не потерялся. Это дикая черника. Ягоды уже созрели, да? Маша, тебе медведь позавидует. Как ты валишь деревья? Верхом на метле, как ты как баба-яга уже на метле сидишь верхом. Всем привет, друзья! Знаете, сегодня я собрался недалеко, конечно, но в лес за вениками. Не один, где-то сзади подъедут мои девочки Мария и Екатерина. А я сейчас впереди них, как бы заранее выехал, потому что на коляске я еду помедленнее, конечно, чем они на машине. Вот как доеду, потом уже там из лесу буду включаться и записывать дальше это видео. Сейчас у меня там племянник где-то идет навстречу. Здорово, Герман. Ага, так здорово, чам. Куда идешь? Ну ладно. Ну. Фон я сюда. Приветствую, Кирилла Гасамадович. Огвецуч. Кирилла Гасамадович. Корочла. А, Корочла? Да. Ты тачилечан? А, мы тачикаем, фон я спотарден. Ой, короче. На развилке поехал, на развилку и один знакомый, второй знакомый. А Николай меня обогнал на своем хайлюксе. Лес? За вениками? За грибами, за вениками. Да, за вениками. С села уже выехал, друзья, но мои девочки еще не догнали. Еду пока по трассе. Такая шибенка дорога. Не знаю, там шибенка острая очень. Не знаю, колесо бы не пробить. Потому что эта шибенка, она зараза как нож режет. Резина у меня еще такая не очень хорошая. Сейчас свернем, здесь помягче ехать. Ну, вот мы и поехали. Сегодня едем за вениками. Сережа уже у нас впереди уже поехал уже давно, полчаса назад уже.
Вот. Едем туда, где в прошлом году была, где в прошлом году веники брала оттуда. Туда же едем. Погода сегодня теплая. С утра тепло вроде бы. Без дождей сказали. Вчера была в лесу, да, оводов не было, потому что сильная гроза у нас была, и оводы все спали. Сейчас оводов, наверное, так вроде бы и нету. Может, комары-то и будут кусаться. Сергея уже не видно, он, наверное, уже на месте уже там ждет нас. Сейчас попытаемся заехать. Тут с трассы. Но тут не очень-то, как бы, страшновато, конечно, но... Так. Сейчас вроде участок трудный проехали. Вот так. Не шутки. Сейчас скамейка здесь, подождем своих. Здесь развернусь. Вон возле дорога, вот дорога. И буду ждать потом своих. Они должны подъехать же. Вот и подъезжаем к месту. Здесь развернемся, потому что будем заходить вот здесь. Развернемся и машину сюда и остановим. Здесь остановимся. Ну что, пошли? Сергей уже нас там ждет в лесу. Не догнали меня вы? Ты же у нас очень быстрый, да? Все, доехали, да? Нормально все? Ведро взяла. Ведро для чего? Для грибов? Сейчас пойдем потом. Дальше дорога тут, можно сказать, отличная. Чтоб только не перевернуться мне. Но оводов-то Очень много. очень много. Я пока ехал, я медленно еду, так они едут и это самое догоняют и догоняют. Гриб нашел? Гриб нашла? Ну-ка покажи. Красноголовик. О, вот он, мод. Он второй. Красноголовики даже появились. Масленников пока не вижу. Потихоньку так езжу здесь. По этим участкам, где возможно. Масленников пока нету. Тут такой бор небольшой. Сейчас развернусь, да. Обратно поеду. Маша уже 2 штучки красноголовиков нашла. А я что-то еще
торможу, не хожу. Сейчас потом доберемся до мест с вениками и там будем веники, девочки будут веники собирать. Вот. Классно, друзья. Видишь, капюшон надел, потому что затылок уже оводы, эти проклятые оводы все покусали. Вот тут, видишь, дождей у нас в это лето мало, и вроде бы можно пройти, но колея. Колея. Я даже не знаю, тут влезу я в эту колею или нет. Что-то мне совсем не охота перевернуться, друзья. Вроде бы влезаю, еле-еле. Так, такие маневры. Такие маневры. А, вон уже веники. Вот такая полянка здесь. Вот это кустик дикой голубыки, друзья. И вот, ой, не могу приблизить, конечно, зум там, да. И вот ягодка, вот смотрите, по центру ягодка, да, и она еще совсем зеленая. Для голубыки еще очень рано. Вот, сейчас покажу. Вот этот. Это все здесь голубыка, дикая голубыка. Ягоды есть, немножко, правда, но они совсем зеленые, их не видно. Вообще зеленые. Где-то потерял Машу. А, вот она. Я до туда доберусь, нет? До тебя. Нет, наверное, не доберусь. Ты слишком уже заехала, да. Сейчас попробую добраться до тебя. Если не перевернусь. Сейчас. Что любовь не делает? В лес иду за Машей. Маша, где ты? А, вот она собирает. Не знаю, там кат попадает или нет. Ты где, Маша? О! Мария. Мария-то здесь, да. Слушай, я тоже грибы смотрю, да, больше что-то не вижу я. Этих грибов. А маслят почему-то нету. Тут масленники-то выходят обычно. Вон Маша как собирает. Веники самые молодые, веточки, небольшие деревца. А вот эти березки-то можно наклонить. Ну, каждый день, каждый год собирают. Да, конечно, мало, но веники нормальные вроде. Потому что у нас намечается Ивана Купала день, и в этот день мы всегда паримся первыми вениками. Заехал я чаще, друзья, да. Там где-то собирает тоже. Где-то там собирает тоже. Ой. Вот бурелом. Опа, опа. Все. Катюша, ты где? Катя? Собираешь? Собираешь? Походу, моя задача смотреть, чтобы никто не потерялся. Топор Маша, наверное, не взяла, и без топора тяжело сейчас рвать. Потому что все, это для первого веника. Топор почему не взяла?
Топор надо было взять, топором намного легче собрать. Потому что все рвут эти веники и это, Маша брызгается. Вот я не люблю брызгаться. Четкая погода, да? Вообще. Я смотрел, там голубика есть, но зеленая совсем вообще зеленая. Вот так примерно рвет, или как собирает веники, как правильно, с молодых березок нагибает их. Ну, топором, конечно, легче, но Маша топор не взяла. Наверное, не хочет рубить деревья. Вот. Так, потихоньку вон. Потихоньку, потихоньку и набирается на веник очередной. Слышите, наверное, как овод шумит. Жужжат прям. Оводы. Да. Оводов нету. Давай, дугды. У меня-то вокруг меня-то крутят. А, ты побрызгалась, да? Ничего нету. А я не брызгался, да, у меня здесь крутятся, будь здоров, не кашляй. Где-то Катерина наша отделилась куда-то туда, в ту степь. Ушла? Катя! Где-то там. А, Катерина. Катерина мне гостиниц несет. Ну-ка покажи, Катюша, что это. Ну-ка поближе, поближе, ягодки покажу. О, черника. Черника уже, во, смотрите, это дикая черника. Ну-ка, ягоды, чтобы, ну, наизнанку покажи. Во. Вот ягоды уже созрели, да? Маша, а черника-то уже созрела полностью. Да? Вон Катерина кустик сорвала, да. Прям, ну, настоящая уже черника, хоть собирай. Вот такая черника. Катерина такая опять где-то на пару веников тоже собрала. А? Нам, чтоб с молоком покушать тарелочку? Ну, посмотрим, да? Сначала веники соберем, потом там посмотрим еще. Так, Катерина добавляет свою добавку в охапку наших веников. Березовых, вкусных, пахучих. И черники туда еще положила. Я, друзья, совсем дебри заехал. Не знаю там. Где я смогу отсюда выбраться. Где-то далеко вижу Катерину. Вот за ней поехал. А тут оказывается... Ой! Перевернусь или нет? Хоп. Хей. Ла-ла-лей. Вот скажите мне теперь, кто колясочники, проедет здесь какая-то другая коляска, кроме Майры? Не верю, не знаю. Есть только Extreme 8 там. Сейчас я добираюсь до Катерины, попробую добраться. От какой мох растет. Здесь мох, вот такой мох, сейчас покажу. Нарочно, специально покажу. О, такой мох, он идет для строительства домов там. Опасно тут для коляски. Красноголовок вроде не наблюдаю больше. Вот. Нет, пока больше не наблюдается. Вот 3 красноголовка нашли. Потом что-то тишина. Выеду я обратно отсюда, где по реже лесочек. Уеду на дорогу, наверное. Тут, не дай бог, там на ямки попадешь, крупную, большую ямку, и перевернешься. Там все.
Капут. Капут. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Еле выехал. Еле выехал, друзья. Вглубь леса не стоит там. Думал, красноголовка хоть пару штук найти. Что-то нету. Что-то нету их для меня. А Маша там что еще собирает? Венички. Вот, топор не взяла и тяжело. Видите, валит деревья вручную. Маша, тебе медведь позавидует. Как ты валишь деревья? Говорит, ты тут смогла, я, говорит, больше тоже не могу. Ан как уселась на дерево. Смотри, я согнула дерево, уселась и собирает веники. Нормально ли тебе девица? Нормально ли тебе красавица? Да. Верхом на метле, как ты как баба Яга уже на метле сидишь верхом. Да. Сейчас как брункнет, да, улетишь до дому. Давненько я не выбирался сюда. Ну да, все время. Да я вообще сюда, наверное, 100 лет уже сюда не добрался до этого места. А здесь мы, когда строились, здесь мы лес рубили, там и на дрова, и на баньку, и вот все время здесь заготавливали лес. Тогда еще выписывали здесь близ села местному населению. У нас был трактор ДТ-75. У нас был трактор, я по возможности там сено привозил, дальше вот, дрова те же самые возили, там с дядей Ваней таскали. Маша говорит, он помнит это все. Я думал, ты забыла. Так, потихоньку вон Катерина опять охапку вынесла. Потихоньку набирается нам для первой порылки, а потом выйди. Потом у нас специальный день будем выделять, так сказать, специальный день выделять будем для сборки веников. Это уже на год потом получается. А это только на праздник. Птички поют, слушайте. Вот такая уже куча веников. Да, ну, для нас хватит. А Маша говорит, там черника удила немножко, да, хотя бы один раз с молоком покушать. Тарелочку, говорит, миску соберу. Катерина очередную охапку несет. Тоже сюда будет класть. Постепенно, да. Наберем. Для первой порылки-то. Все. Для первой, так сказать, порылки на Иванов день, Ивана Купала. Это достаточно будет веников. И он еще Маша вынесла черники. Ну-ка, дай ведро посмотрю, сколько там примерно. Черника, вот смотрите, она уже полностью созрела. Ой, кадр не попадает. Ну, попадает очкин, да. О, сейчас показываю. Немножко есть красновато, есть чуть-чуть. Ну, в общем-то, тоже для угощения, первое угощение
Это в этом году получается у нас и грибы первые, и черника тоже первая. С молоком мисочку, на мисочку будет. Маша там прямо аж... Там заверни за один раз за этот, за верхнюю веревку и внутрь просунь и все. Поедем сейчас, потом надо эти веники же потом веники сделать из этой кучи. Настоящие веники. И купальницу туда положить. Но вместо купальницы мы лютики ложим. Пойдем время. Так что, ну, посмотрим, да? Может по пути еще пару грибочков нам. 3 гриба всего нашли. Нормально. О, Маша, а у меня есть багажник. Можно было и прицепить, я бы понес. Все, пошли, девочки. Я тоже, друзья, поеду. Здесь такая горочка крутая, да. Главное, чтобы не перевернуться. Все. Мы на трассе. А, Катерина уже ждет. Вот наша тачанка. Веники уже там. О, тут оводов, Маша. Оводов-то тут, оводов. Вот смотрите, не знаю, видно или нет. Кошмар. Это они все за мной сейчас полетят. Вы быстренько убежите, а они мне прицепятся, да? Да. Ну что, езжайте. Короче, я поехал, друзья, уже. Все. Оводы прицепились ко мне от машины. Теперь до дома будут преследовать меня. Поеду, а эти девчата мои, они шустренько быстро на машинке-то. Это во мне стул с колесами. Ну что, поехали. Веники собрали уже. Насобрали. Сережа вон едет. У нас впереди нас. Девочки обгоняют меня. Бегает еще. Бегает еще. Бибикалки. Я уже, друзья, спускаюсь. Пообедали. Приехали нормально вообще. Пообедали. Обед вот сейчас покажу, что мы ели. Вот эту вкусняшку. Прям сочную, очень вкусную. Клубника, черника с молоком, холодным. Это просто замечательно. Это просто вещь. Ай, Умка психует. Сейчас, а я куда еду? Я еду к Маше. Маша веники теперь складывает из этих веточек. Что? Еще раз привет, Мария. И опять я. И опять Маша. И опять веники. Сюда более видно. И как Умка там нервничает. Не, она, знаете, вчера нагулялась так с Машей. Будь здорова. Это ты первый веник лепишь, да? Ух, тут как солнце печет. Здесь. Ни ветер не попадает, ничего. Вот это да. Да, чего себе ты здоровый веник сделала?
Не, ну буде Побольше, чтоб ты любишь, да? здоровим веником перед цим. Чтоб до всю спину, на всю спину веник как шляп. Слушайте, как там тот диалог параллельно ведется. Вот такой венчик, березовый. Ну-ка я поближе, Маша, поснимаю сейчас. Венчик. О. Не, ты сделай, как сделала. О. Вот такой венчик, березовый. С лютиками. Городские придут. Городские Ну да. тоже будут мыться. Ну я же говорю для всех членов семьи, чтобы с лютиками веник был. А потом уже после, ну, Ивана Купала уже будем собирать на целый год. Там штук, сколько, 40 что ли? 40 или, не, 20 пар. 20 пар, наверное. Ну 40 штук где-то хватает. Потому что сейчас не очень молодежь любит. Например, Катерина вообще вениками не парится. Настя вот парится. Настя парится. Я в душе тоже не очень часто. В основном в душе мою, так что потом там туда веник куда засунешь. А этим веником буду париться. С лютиком, который, с цветочком. Пожилые тоже бабушка с дедушкой. Они Ну, тоже да, ну уже- да, для бабушки, для дедушки тоже Они веничек. мысля тоже уже не так парятся. А, в смысле, ну да, тоже не очень жар не переносят. Погода отличная, супер. Опять жаркую погоду предрекают. Да, ну и хорошо. Да, пускай лето, значит лето. О, цветочек. Чуть, ну-ка, покажи, я не видел. О, вот так эти желтенькие. Вместо купальницы лютики. Завязываем шпагатом. И все. Еще попарно завязывает. Попарно же не обязательно это веники. Сейчас класть. Все, одна пара готова. Настя, Яшей. Они-то сейчас здесь их пока еще нету. Ну, Потом дальше. Одну пару сделали. вот так и будет потом Маша дальше складывать. Сейчас. Катерине сделаем маленький. Да, она просила маленький веник, да. Маленький веник вы мне сделайте. Небольшой. Соседи работают и пила включилась у них. У них пила включилась, а я выключаться буду. Ну вот, маленький веник сделаем. Ну видите, как я, как в саду, в садочке. Ну, что я хотел еще? Почему показался в кадр? Потому что хочу поздравить всех Иванов с этим днем. Иван Лун у нас называется. Иванов день. День Ивана Купала. А я, как уже говорил много раз, Иванович. Отец мой Иван. Его тоже поздравляю. И всех Иванов, и всех православных, и всех, ну, кто отмечает этот день, поздравляю с этим праздником. Ну, он такой классный праздник. Купаются, после этого начинается, ну, и лето начинается после этого. Можно по поварьям купаться уже после Ивана Купала. Вот такие веники собираем. Знаете, как лесом пахнет, друзья. А когда еще распаришь, ой, вообще класс будет. Вот так. И классно сегодня я погулялся. Давно уже не ездил за вениками. Сегодня вот с Машей. Маша меня уговорила, говорит, давай езжаем впереди нас, бегом. Говорит,
перестань уже там дома на диване лежать. И я послушался, я послушный. Все, Маша там будет заканчивать наши веники, а я уже потом выключаюсь. Маша еще покажет, сколько всего получилось из этой кучи. И как она еще будет рубить этим веником хвосты. Вот так. Ну, на этом наше видео мы заканчиваем. Веник готовы. 11 пар вот сделали. И, наверное, я потом их сушить буду, развешивать. А всех вас поздравляю с праздником Ивана Купалы. Всем здоровья желаю и долгих лет жизни. Ну, на этом наше видео заканчивается. До новых встреч на нашем канале. Всем пока!